Внимание! Под государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия смирно! Почетное право внести государственные флаги предоставляется победителям окружного смотра песни и строя 2022, победителям городского конкурса «Звездный класс-2022», ученикам 8 Б класса Варламову Льву, Семенову Арсену, Шилякиной Софии, Павловой Ране.
Коллектив 3 А-класса. Классный руководитель Заморщикова Варвара Васильевна. Стреляете хорошо. Награжден красными революционными шароварами, товарищ командир. Это в курсе прямо с завода? Так комсомол приказал. И жениться вам тоже комсомол приказал? Ну, это ваше личное дело. А вот профессию надо не по приказу выбирать, а по призванию. Ну, какая же это профессия? Военная это просто служба такая, вот все. И долго вы просто служить собираетесь? Да момент мировой революции. И что же потом? Учительство пойду. А я, вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия без войны. Есть профессия такая, не каждый изберет ее своей. Служить отчизне, отдыха не зная, хранить покой ее полей в конце Седого февраля. Встречаем праздничную дату, гордится русская земля своим защитникам, солдатам. Первой, главной и самой важной мужской профессией является профессия офицера. Когда мы говорим «офицеры», то перед взором встают люди особого мужества и дисциплины, люди самой героической профессии, которые навсегда связали свою судьбу с армией и флотом. Доверием и любовью пользуются в народе наши офицеры. Эта слава почетна, но накладывает на человека с офицерскими погонами огромную ответственность. Встречайте победители школьного смотра песни и строя, коллектив 4 Е-класса, классный руководитель Сивцева Саргалана Денисовна.
23 февраля, Дню защитника Отечества, который празднуется уже более 90 лет. В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 года был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии. Впоследствии он был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского флота. И вот уже несколько лет он празднуется как День защитника Отечества. На нашем празднике присутствуют гости. Руководитель управы Октябрьского округа Эверстов Валентин Тимофеевич. Участники специальной военной операции. Инженер отделения лейтенант Дмитрий Сергеевич Гончаров. Председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Петрова Валентина Иннокентьевна. Майор внутренней службы, инспектор отдела воспитательной работы Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха-Якутия Никулин Алексей Алексеевич. Слово предоставляется директору школы Алине Егоровне Бубякиной. Добрый день, наши учащиеся, наши учителя и наши гости. Мы рады приветствовать вас на таком вот для нас очень значимом мероприятии «Офицер. Профессия героическая». Если говорить о патриотизме, в образовании очень сейчас остро встает вопрос патриотизма, то это, конечно же, любовь к родине, это уважение к законам и традициям, и любви, защите нашего Отечества. И сейчас уже 23 февраля прошло, но тем не менее я хотела бы еще раз поздравить от имени коллектива школы наших дорогих гостей с 23 февраля, пожелать вам семейного благополучия, крепкого здоровья и долгих лет. Вас поздравляет танцевальный ансамбль «Северное сияние», руководитель Пащенко Татьяна Захаровна.
Октябрьского округа Эверстову Валентину Тимофеевичу. Добрый день, дорогие дети, уважаемые преподаватели. И особенно я хочу передать особенные слова благодарности и поздравления от жителей Октябрьского округа, участникам специальной военной операции. Хочу пожелать всем мужчинам, которые здесь сидят, взрослым и маленьким, и будущим защитникам Отечества, здоровья, счастья, удачи всем, хороших отметок, взрослым достижений в работе, успехов. И с наступающим Международным днем 8 марта я поздравляю прекрасную половину вот этого зала и надеюсь, все меня поддержат. Хочу от имени управы вручить небольшие сувениры участникам специальной военной операции. Это вот настоящие мужчины, которые добровольно пошли защищать свою родину, выполнять свой мужской долг. Я надеюсь, все мы, взрослые дети, тоже будем подражать их примеру и учиться, и работать, и защищать нашу родину. Спасибо большое. воинов-патриотов и сознательных граждан России. Эту задачу исполняет офицер. Он педагог, он воспитатель. Редко найдется солдат или матрос, который не был бы благодарен своему командиру за науку. А возиться с молодыми людьми, ох, как непросто, но благородно и благодарно. Если угодно, армия – это своеобразный военный университет. Профессия офицера – это бескорыстная профессия. Для вас поет Власова Юлия.
бывает. Настоящие они всегда. Пусть виски метелью заметают пройденных дорог ветра. Сколько их легло в полях сражений, кто ведет тяжелым жертвам счет? Только воевавший вместе с ними все это оценит и поймет. Только эти люди знают цену в вовремя протянутой руке. Только эти люди не оставят своего товарища в беде. Как в годы самых страшных испытаний, когда враг к столице подступал, воинов, не ведавших о страхе, офицер в атаку поднимал. Сколько было их, красивых, сильных, тех, кто не вернутся никогда. Офицеров бывших не бывает, настоящие они всегда. Господа офицеры, помогят мне вам и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляем за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изганит, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах ваши души хрипят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, возвала их Россия, так бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.
до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Благодарим музыкального руководителя школы Протопопова Сергея Васильевича и ученика 6 Б класса Маркова Егора. Победа в Великой Отечественной войне нашему народу досталась дорогой ценой. Война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей. Но Советский Союз не только выстоял в такой жестокой войне, но и разгромил фашизм, потому что война была всенародной. На защиту Родины поднялись все. И мужчины, и женщины, и старики, и молодежь, все нации и народности страны. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях. За героические подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч человек, часть посмертно. Для вас поет Маковецкая Виктория. Вчерашних мальчиков гимнастерки новые и
председателю Совета ветеранов Октябрьского округа Петровой Валентине Иннокентьевне. Добрый день, все присутствующие в этом зале. Всех я вас поздравляю с таким праздником, великим, скажу. Из истории ветеранов нашего округа сейчас в живых и в здравии только 2 участника Великой Отечественной войны. Это Дьячковский Михаил Михайлович, ему 102 года. И Николай Семенович, ему 98 лет. Раньше в этом зале мы занимали полных 3 ряда. А со временем убыли наши ряды. Сейчас перед нами сидят молодые наши защитники, перед которыми я преклоняюсь. Это внуки, даже правнуки наших участников войны. Желаю вам всем здоровья, успехов в учебе. Будущие наши защитники сидят, я вижу, в задних рядах. Наши бравые мальчики. Будьте готовы к защите нашей Родины. Здравия вам всем! Для вас выступит танцевальный ансамбль «Доскон», руководитель Павлова Светлана Григорьевна. Приглашаем на сцену Жирокову Саяну, ученицу 8 Б-класса. Ты помнишь их, боевых, молодых, живых? Их ночной боевой переход,
как трещал под ногами лед, как коварно леснил небосвод, приближая зловещий восход. И внезапно налет, бомбы терзали лед, и хлестал, и сметал металл, и стонал, клокотал ал от огня, и от крови рай ты, мой имя, святой ветеран. Это был восход, ад, ни вперед, ни назад, сжат, умирал, утопал брат, а на длинных рыдал снегопад. Назад, в 1943 году, началось наступление 19-й отдельной лыжной бригады, задачей которой было овладеть южным берегом озера Ильмень. В бригаде было более 2000 солдат, среди них более 600 якутян. Этот день вошел в историю как день, когда сыны нашей республики показали пример беззаветной верности своей родине, своему народу. Мы помним, и память эта будет жить вечно. Светлая память героям нашей страны. Песня «Хайган» на стихи Ильи Винокурова-Чарукан стала поистину народной. Поэт Алексей Спиридонович Бродников, поэт специальной лыжной бригады номер 20, сражавшийся в стороне городов Старая Русса, Смоленск и Холм, рассказал один момент, связанный с этой песней. Когда не было снега, мы стелили ветки ели на несколько верст. Так и ездили, сильно выматывались. В те тяжелые дни нас спасала песня «Хайгар-Ирета». Для нас она была как военный марш, прибавляла сил, укрепляла волю. Когда сил нет, уже падаешь, кто-то запевал «Хайгар-Ирета». И словно второе дыхание прибавилось. Мы шли дальше. Эта песня многих якутов поддержала, укрепляла твердость воли и духа. Эту замечательную песню исполнит коллектив 10-го В-класса, победитель конкурса патриотической песни среди 10-х классов.
Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа, хранить честь и достоинство своей Родины. Профессия Родину защищать – самое важное. Быть солдатом – это значит принимать на себя ответственность за спокойствие жителей нашего государства. И самое главное – любить свою Родину.